Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале ТУВА-24. Мои коллеги и я, Заматачу, расскажем вам о главных событиях этого дня. И коротко о главном. О лесопожарной обстановке на территории лесного фонда Тувы. С 13 по 18 мая по всей России действует экологическая акция «День без сетей». Как эту акцию проводят у нас в республике, расскажет Мергена Юн. Тувинский язык будет внедрен в систему Яндекс.Переводчика. Для кадет Кызыльского президентского кадетского училища прозвучал последний звонок. В минувшие выходные состоялась всероссийская акция «Ночь в музее». Тува присоединилась к 8-му всероссийскому полумарафону. Всего за неделю за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в больнице обратились 108 человек. Об этом сегодня сообщили на еженедельном аппаратном совещании в правительстве Тувы. Какие еще вопросы стали главными по итогам минувшей недели, смотрите в нашем следующем материале. По сравнению с предыдущей неделей, рост количества обращений в больнице по поводу укусов и присасывания клещей значительный, почти на 72%. Из 108 обратившихся 50 детей. Сегодня на аппаратном совещании сообщили, что в Туве зарегистрирован первый случай заражения клещевым вирусным энцефалитом. Учебана на территории Пихемского каньона. На сегодняшний день все необходимые меры в отношении приняты. На территории республики зарегистрирован инфекционный клещевой боррелиоз 3 случая. Показатели вакцинации и ревакцинации на сегодняшний день ближе уже к 100%. Обсудили и оперативную обстановку. За неделю в Туве совершено 32 преступления, 3 убийства, 10 краж, 5 мошенничеств и другие. Из общего числа преступлений 7 относятся к категории тяжких и особо тяжких против личности. Это 3 убийства. Все раскрыты. Зарегистрированы на территории города Кызыла, где совершено мужчина 70-го года рождения, ранее несудимым. Пихемский район, совершено мужчина 88-го года рождения, ранее неоднократно судимым. И Агдоурак, совершено ранее несудимым. Во всех случаях преступления совершены в ходе совместного распития спиртных напитков. На минувшей неделе с детьми произошли 5 несчастных случаев в Тоджинском, Кызыльском, Эрзинском и Чедыхольском районах. Причинами явились это термический ожог, падение, 2 удар лошади и огнестрельное ранение. Огнестрельного ранения допущено по причине пренебрежительного отношения со стороны законных представителей, которыми пневматический пистолет был оставлен доступным для 4-летнего ребенка в месте. С начала года в 5 муниципалитетах отмечается рост количества пожаров в Кызыльском, Эвюрском, Дзунхемчикском, Бардухемчикском и Тоджинском районах. За неделю в Туве возникли 3 лесных пожара. В настоящее время 1 ликвидирован. Действующий 1 пожар в Кайхемском районе на площади 39 гектаров. В Кызыльском районе пожар на площади 0,5 гектара локализован. Перехода лесостепных пожаров в населенные пункты и объекты экономики не допущено. С начала пожароопасного сезона в Туве зарегистрировано 16 лесных пожаров. Общая площадь более 390 гектаров. Айра Асад, Ангар Кужга, телеканал ТУВА-24. Наиболее пожароопасными периодами являются середина и конец весны, когда почва покрыта сухой травой и листвой. Летом и в начале осени при жаркой погоде и отсутствии осадков более недели. Строго соблюдать несложные правила пожарной безопасности. Гарантия предотвращения загораний в природной среде. В Туве с начала года зарегистрировано уже 16 лесных пожаров. По статистике, 90% природных пожаров возникает по вине человека. Причина – неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травы. Резкое увеличение количества предпосылок к возникновению таких пожаров наблюдается в период праздников. Отдых в лесу становится бедой для природы и огромной проблемой для работников леса. В Туве уже зарегистрирован первый лесной пожар в Вербеке. 19 мая у нас зафиксирован первый пожар в Кызыльском лесничестве. В Чербийском участковом лесничестве потушили площади 0,5 гектаров. Напоминаем, что любые взаимодействия с огнем приводят к такому последствию. Не бросайте окурки, не разжигайте огонь. Всего с начала пожароопасного сезона в этом году на землях лесного фонда Тувы зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади почти в 400 гектаров. Из них почти 323 гектара приходится на лесной и 76 – не лесной. Основной причиной возникновения лесных пожаров также остается человеческий фактор, так как 10 из 16 лесных пожаров, которые были зарегистрированы в этом году, произошли из-за человека. А другие факторы – это переход с земель иных категорий,
причины, которые являются также человеческий фактор. Линии электропередач и сухие грозы. Оперативность тушения лесных пожаров у нас составляет 93%. То есть почти все лесные пожары тушатся в течение 24 часов. Для сравнения, 20 мая прошлого года на территории нашей республики действовало 6 лесных пожаров на общей площади 318 гектаров. То есть наблюдается увеличение лесных пожаров в этом году на 10 случаев или в 3 раза. С начала открытия пожароопасного сезона лесными инспекторами на землях лесного фонда проведено 223 лесопожарных патрулирования. Возбуждено 9 административных дел. Направлено 16 заявлений о выявлении виновников лесных пожаров. В настоящее время проводится проверка. В целях организации системной информационно-разъяснительной и профилактической работы в этом году лесными инспекторами проводятся открытые уроки, беседы, лекции в больших количествах для различного статуса населения. Распространяются листовки, буклеты, брошюры, заключаются соглашения с арадско-фермерскими хозяйствами, то есть с частными сельхозугодьями по недопущению палов и соблюдению правил противопожарного режима. Чтобы не допустить природных пожаров, их распространения и приближения к населенным пунктам, необходимо помнить и соблюдать требования пожарной безопасности при посещении лесопарковых зон, на дачных участках и придомовых территориях. Напомним, постановлением регионального правительства особый противопожарный режим продлен до 27 мая этого года с полным запретом на посещение лесов. Инна Клоян, Батырбазан, Даржусат, телеканал Тува-24. И в продолжении темы пожаров. На территории городской свалки 17 мая произошло возгорание. На данный момент пока не удалось устранить пожар. Что послужило причиной возгорания, разбиралась наша съемочная группа. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Это последнее, что можно пожелать нашей городской свалке, которая уже полыхает вторые сутки. Чтобы разобраться в причинах возгорания, мы отправились на место происшествия. Утром 17 мая в региональную службу МЧС России поступил звонок от очевидцев о возникновении пожара на столичной свалке вблизи микрорайона «Спутник». С каждым часом площадь пожара увеличивается. На данный момент она составляет 3600 квадратных метров. Сложность тушения заключается в быстром распространении огня, так как специфика свалки – отходы из предметов, подверженных быстрому воспламенению. Кто ответственен за происходящее? Для тушения данного пожара привлечено 10 единиц тяжелой техники. В настоящий момент Государственным пожарным надзором проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства и привлечены виновные лица. Возможными причинами могли послужить самовозгорание, нарушение правил пожарной безопасности и поджог. Одними из опасных последствий пожара на столичной свалке являются клубы дыма, которые распространились и в черте города вблизи места ЧП. В связи с чем региональным Роспотребнадзором была проведена проверка. По факту распространения задымленности по предписанию управления лабораторный центр, Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва провел замеры атмосферного воздуха в 10 точках по показателям: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сажа, формальдегид, бензин, бензол, ксилол, толуол, диоксид серы. Во всех точках превышения гигиенических нормативов по данным показателям не установлено. Пока что говорить о сроках полного устранения пожара рано. Работы по тушению организованы бесперебойно. Арлана Байду, Владимир Суртук, Доржусат, телеканал Тува-24. По информации Главного управления МЧС России по Республике Тыва, на сегодняшний день продолжаются работы по устранению возгорания. Городская свалка так и продолжает гореть. По всей стране уже не первый год проводится экологическая акция «День без сетей». Она направлена на очистку рек и озер от мусора и снастей, в которых погибает большое количество рыб. По статистике, каждая погибшая рыба – это минус 10 хвостов в следующем году. Как проводят данную акцию у нас в регионе, расскажет Мирген Аюн. Сегодня сотрудники рыбнадзора вышли на очередной рейд по выявлению фактов незаконной ловли водных биоресурсов на акватории реки Малый Енисей. С 13 по 18 мая по всей стране проводится экологическая акция «День без сетей». За эту неделю сотрудники регионального рыбнадзора удваивают рейды по водным объектам Тувы. Браконьерство наносит существенный урон по экосистеме рек и озер. Как было сказано ранее, одна пойманная, хоть и маленькая рыба – это неисчисляемое количество уничтоженных водных обитателей. Напомним, что с 20 апреля по 20 июня по всей территории республики действует запрет на ловлю всех видов водных биоресурсов.
Я более 30 лет переправляю людей с одного берега на другой. За это время успел повидать многое. Считаю, что браконьерство является большой проблемой. Сам, когда вижу поставленные сети, сразу сообщаю в рыбнадзор или участковым. Все местные рыбаки знают о запрете, поэтому вдоль реки никого не увидишь. Да и уровень воды в реке увеличился. Организованный рейд оказался результативным. Вверх по течению реки были обнаружены еле заметные, на первый взгляд, веревки, привязанные к дереву. Сразу был заглушен двигатель. Из воды вытащили сеть длиной порядка 20 метров. К счастью, рыбы там не оказалось. Проплыв метров 10 от того же места, группа нашла другую сеть, в которую попалось большое количество рыбы. Она оказалась в длину более 50 метров. Свыше 20 особей леща тут же освободили и отпустили в среду обитания. Длинная сеть. 70 метров где-то. По словам сотрудников рыбнадзора, из года в год таких сетей не становится меньше. Нарушители ухитряются ставить их в самых неожиданных и труднодоступных местах. Местные жители утверждают, что браконьеров не останавливают ни запреты, ни штрафы, ни даже опасные водные преграды и пороги, которые могут достигать нескольких метров в высоту и с легкостью могут переворачивать небольшие лодки. Пришли на берег посмотреть, как обстоят дела с уровнем воды в реке. Я тоже с малых лет рыбачу с удочкой. Зная о запрете ловли рыбы, в селе сейчас не найдешь человека, который идет рыбачить. Хочу сказать спасибо сотрудникам рыбнадзора за их работу. Большую пользу приносят. Помимо всего прочего, на местах стоянки нарушителей повсюду можно обнаружить гору мусора. Пустые бутылки, характеризующие этих нарушителей. Как утверждают местные жители, для браконьеров окружающая нас природа – пустой звук. Ничего, кроме личной выгоды, в ней они не видят. Кодексом Российской Федерации по административных правонарушениях штрафные санкции установлены. Частью 2 статьи 8.37. И штрафные санкции предусмотрены от 2 до 5 тысяч рублей. Но также Уголовным кодексом Российской Федерации установлены ответственность за незаконный добычу, вылов водных биоресурсов. Только за майские праздники выявлено 25 административных правонарушений. Изъято 11 удочек, 6 сетных установок, 1 надувная лодка и наложен арест на 1 автомобиль. В результате проведенных мероприятий, а также в рамках проводимой экологической акции нами из воды было извлечено 2 сетных орудия лова. Это длиной от 20 до 50 метров, а также 1 неустановленная сеть, которая находилась на берегу. И с одной сети было выпущено в естественную среду обитания более 20 экземпляров водных биоресурсов. Стоит отметить, что во время действия запрета рыбакам-любителям разрешается ловить рыбу только в пределах населенных пунктов. На удалении до 500 метров с одной удочкой, крючками не более 2 штук. Мерген Уюн, Батырбазан, Должусат, телеканал Тува-24. Яндекс.Переводчик – это сервис автоматического перевода слов, текстов с фотографий, сайтов и мобильных приложений. Он использует технологию машинного перевода, разработанную в Яндексе. В арсенале сервиса более 90 языков. В ближайшее время он пополнится и тувинским, когда узнавал наш корреспондент. Еще с 2015 года началась работа по внедрению тувинского языка в систему Яндекс.Переводчик. Главным идейным вдохновителем стал Али Кужугет, который отправился в Москву в главный офис Яндекса. Там на его предложение отреагировали положительно, но с условием собрать 1 миллион тувинско-русских параллельных фраз. К примеру, цвета: кора черный, сарык желтый. Несколько было этапов, то есть до 2022 года, когда наш институт взялся за эту работу, там было 200 тысяч параллельных фраз тувинско-русских. И на данном этапе мы уже в течение года собрали еще 200 тысяч параллельных фраз. В этом году у системы Яндекс.Переводчик поменялись условия на количество параллельных фраз. Оно снизилось до 100 тысяч, что уже дает возможность добавить тувинский язык. Над созданием этого большого корпуса параллельного тувинско-русского работала большая команда. Кроме Али. Али в основном отвечал за техническую часть, то есть и он организовал народ в сборе данного количества. И он создал специальную платформу в интернете, где каждый, кто владеет тувинским и русскими языками, мог добавить свои предложения.
И вот в данной платформе мы и собирали. С прошлого года и по сей день над проектом работают 15 организаций. На данном этапе проводится редактирование всех собранных фраз. Буквально неделю назад команда проекта побывала на конференции Яндекса для постепенного запуска внедрения тувинского языка. Там и обсудили примерные сроки реализации. Мы Яндексу передали в рамках этой конференции 200 тысяч тех текстов, параллельно фраз, которые мы собрали. И они на базе этих 200 тысяч фраз уже сейчас должны начать работу над добавлением тувинского языка. И также мы до осени, постараемся до сентября еще отредактировать, откорректировать еще оставшиеся 200 тысяч, которые у нас имеются, параллельно фраз, и мы их тоже Яндексу передадим. И тогда у них будет уже 400 тысяч параллельных фраз, и на этой основе уже можно сделать качественный переводчик. Презентация работы планируется до конца этого года в преддверии Дня тувинского языка. Со слов создателей тувинского переводчика, их на это сподвигла всеобщая цифровизация языков. Те языки, которые не попадут в цифровую среду, возможно, вымрут полностью. Арлана Байду, Владимир Сюртук, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. В Кызыльском президентском кадетском училище прозвучал последний звонок для 57 выпускников для учебного заведения, которое в этом году отмечает десятилетие со дня открытия. Нынешний выпуск уже 6-й. Наша съемочная группа отправилась поздравить выпускников. Как все прошло, смотрите в сюжете далее. Под государственный флаг Российской Федерации, флаг Республики Тыва, флаг Министерства обороны Российской Федерации, знамя Кызылского президентского кадетского училища. Смирно! Напле! Чё? До встречи слева! Накра! Сегодняшний день для 38 юношей и 19 девушек Кызылского президентского кадетского училища запомнится последним в их жизни школьным звонком. Среди них есть те, которые поступили с 5 класса, а также которые были приняты в старших классах, как члены семей участников специальной военной операции. Данный выпуск останется первым, в составе которого есть воспитанники из Монголии. Несмотря на разные обстоятельства поступления в учебное учреждение, всех их объединяет безмерное чувство благодарности этому месту. Обязательно. Хоть через год, хоть через 5 лет, через 10 лет я обязательно сюда вернусь. Немножко грустно, очень, потому что 4 года прошли так быстро. Недавно я была 8-классницей, была маленьким ребенком. Теперь я выросла, иду во взрослую жизнь. Я бы хотела искренне поблагодарить своих воспитателей, своего классного руководителя. Ведь они помогли мне добиться успеха в учебе, в училище, в кадетской жизни. Также хочу поблагодарить начальника училища. Она мне как мама, как вторая мама. Она такая заботливая, такая добрая. Она заботится о всех своих кадетах, как о своих собственных детях. Кадетское училище для меня означает мои друзья, мои товарищи. Мне очень радостно заканчивать это училище. Я получил здесь множество знаний, навыков. Я очень благодарен своим воспитателям, преподавателям и особенно родителям, благодаря которым я здесь. Среди выпускников 13 ребят претендуют на серебряную медаль за особые успехи в учении. Большинство из выпускников являются неоднократными победителями и призерами различного уровня олимпиад. Также выпуск можно отметить и спортивными достижениями. Некоторые из кадет уже являются кандидатами в мастера спорта и имеют золотые значки ГТО. Без зоркого взгляда и чуткого внимания воспитателей тут не обошлось. За эти годы обучения и жизни в училище мы можем точно сказать о том, что мы стали полноценной семьей. Мы стали родными. В какой-то степени нам приходилось заменять родителей. Где-то мы переживали вместе неудачи. Ну и, конечно же, и радости. Я очень надеюсь, что у всех наших выпускников, у наших малышек, которые сейчас стали уже взрослыми, все сбудется. Они станут добрыми, порядочными людьми, добьются больших успехов в жизни. На торжественном мероприятии побывали и родители выпускников, которые выступили со словами благодарности всем сотрудникам президентского кадетского училища за их годы трудов. Также хотелось бы выразить благодарность всему персоналу, всем сотрудникам училища, медикам за бережное отношение к здоровью наших детей, поварам,
за вкусную пятидневную пищу, которую принимали наши дети каждый день. Значит, сотрудникам безопасности за охрану и защиту наших детей. Учителям за глубокие, качественные и очень, значит, весомые знания. Руководству училища за хорошую организацию всего процесса. Я хочу выразить огромную благодарность нашим воспитателям, нашим учителям, всем сотрудникам училища, потому что за эти годы наши дети на глазах выросли настоящими кадетами, настоящими людьми, личностями. Наши учителя раскрывают талант, потенциал наших детей. Я считаю, что в этом огромная непомерная заслуга прежде всего наших учителей, педагогов и воспитателей. И вот настал самый ответственный момент мероприятия – передача знамен будущим выпускникам училища. Все выпускники 2024 года серьезно подошли к выбору профессии. Половина из них выбрали судьбу военных офицеров. 8 человек готовятся к поступлению в Академию ФСБ. Также 2 поступают в учебные заведения других силовых структур. Орлана Байду, Владимир Суртук, Доржуссат, телеканал Тува-24. К новостям культуры. 13 мая Национальному музею имени Алдун-Мадра исполнилось 95 лет с момента создания. Каждый месяц республиканское учреждение культуры посещает около 3000 человек, которые больше узнают о Туве. Наша съемочная группа погрузилась в историю этого исторического места, чтобы вспомнить, с чего все начиналось. Национальный музей имени Алдун-Мадра – настоящая гордость нашей республики. Он является эпицентром посещения туристов и любимым местом для посещения всех жителей республики. Сложно поверить, но в этом году ему исполняется 95 лет с момента создания. Музей обладает собранием из десятков тысяч экспонатов и архивных документов. Он располагает уникальной коллекцией археологических артефактов, найденных при раскопках скифских курганов в долине Царей. Также представлены тувинские женские и мужские украшения из серебра, культовые коллекции шаманизма, буддизма и православия, камнерезного искусства Тувы и многое другое. В Национальном музее на постоянной основе работают 16 экспозиционных залов. Также функционирует зал временных выставок и фойе. И вот уже на протяжении 95 лет он хранит в себе всю историю нашей Родины. Торжественные мероприятия, они запланированы с 21 по 24 мая текущего года. 21 мая это у нас торжественное собрание, где мы будем чествовать наших ветеранов, заслуженных работников и так далее. А 22 мая межрегиональная конференция научно-практическая, посвященная 95-летию нашего музея, ежегодные ермолаевские чтения, да, где будут зачитываться статьи, научные исследования музейные, не только в Туве, скажем так, да, а все, что связано с музейным делом по Российской Федерации. Свою историю музей берет еще с 1929 года. Поводом создания учреждения послужило обнаружение случайной находки в 1924 году глиняных черепков, труб и кусков железной руды жителями Аюнарского хашуна, нынешнего Тандинского. Музею было выделено место по улице Ленина. В 2008 году было решено увеличить его площадь посредством перемещения его в новое здание, куда сегодня и приходят любители истории и археологических находок. Я приехал из Новосибирска. Все мне здесь нравится. Прекрасные экспонаты. Хочу посмотреть все древности, которые были найдены у скифов. Я могу отметить то, что это более древние вещи. Вот, это однозначно, потому что в Новосибирске нет таких, скажем так, древних вещей. Конечно, это, безусловно, очень все интересно. У нас очень красивые экспонаты, очень ценные, и музей очень красивый, и есть такое желание, что даже не один раз посещать. Хотелось бы, чтобы побольше людей посещало музей. И, конечно, не обязательно те, которые туристы приезжают, но многие, чтобы наши местные ребята тоже ходили, смотрели. На регулярной основе музеем проводятся различного рода мероприятия, направленные на сохранение, изучение и пропаганде историко-культурного наследия Тувы.
Фотовыставка, мастер-классы, мини-спектакль, викторины, концерт и не только. В минувшие выходные в Национальном музее имени Адалмадр была организована акция «Ночь в музее». На месте побывала и наша съемочная группа. Акция «Ночь в музее» действительно преображает учреждение культуры, музей в магическое пространство, где экспонаты, возможно, оживают, а картины меняют свои краски. Выступления воздушных гимнасток, выставка тувинского седла, мини-спектакли о традиции ношения накосных украшений, аквагрим и многие другие площадки были организованы в рамках акции. Планируем на мастер-класс по бисероплетению. Мы сейчас играли на играх в попадании мешков. Мне больше всего понравилось там, где надо собирать пазлы по частям. Акция «Ночь в музее» для ее участников становится настоящим приключением, полным загадок и неожиданных открытий. Гости пытаются разгадать тайны и историю прошлого посредством викторин, ребусов, экскурсий и всевозможных выставок. А еще с акции можно было уйти собственным портретом. Пока 3 нарисовала. Занимает 10 минут. Я уже рисую 3 года, уже привыкла. Поначалу это сложно, когда людей много потоков. Потом уже навыки рисования поднимаются, и рисовать становится легче и легче. Мастер-класс «Журавли с оригами» собрал немалое количество участников. Существует легенда о том, что если сложить 1000 журавликов и загадать желание, то оно непременно сбудется. Вторая мировая война придала древней фигурке еще одно значение. Посвящена японской девочке Садаки, которая была обучена во время Второй мировой войны. И ей сказали, что она будет, если сделает 1000 журавликов, останется живот. Ей осталось год. Но она успела 644 журавликов сделать. И на ее похорону вся Япония приходили с журавликами. Было сложно, но увлекательно. И историю, которую рассказала Башкы, тоже было очень интересно. Это был мой первый журавлик. Мне понравилось, но это было очень сложно. Это, не знаю, мне там никогда журавли так много нервов не съедали. Не остался без внимания и интереса гостей и мастер-класс по гончарному делу. Многие участники акции впервые сели за гончарный круг. Аратол Бекзин Абазет Центра тувинской культуры преподает и учит данному мастерству всех желающих. У меня и кружок идет, и мастер-класс идет. Я очень рад, что попал на это мероприятие. И детям, и людям показываю вот это глиняное искусство. И именно гончарная техника. Маленькие кружки, вазы, пиалы или чашки. Ну, именно на гончарке что можно сделать? На данный момент вот таких маленькие дети. Очень полезное занятие. Вот увлекательный и для мелкой моторики и так далее, и так далее. И даже вот этот отдыхает умственно. Вот такие пользы тоже есть. И вишенкой на торте акции «Ночь в музее» стало выступление ВИА Пачаны, школа креативных индустрий. Название ансамбля созвучно с пацанами, но они именно пачаны. Основное направление в музыке этих творческих ребят – рок. Подростки в дальнейшем планируют написать и авторские песни. Айра Асад, Владимир Суртук, Янгар Кужугай, телеканал Тува-24. 22 мая на ВДНХ Национальный театр музыки и танца «Саяна» представит для посетителей международной выставки форума России концертную программу «Колыбельная моей земли». Содержание концертной программы выстроено таким образом, чтобы зритель из любого уголка земли имел возможность понять истоки и корни уникальной тувинской культуры. Это вековые обычаи и традиции, ритуал шамана, завораживающие народные песни, уникальное искусство горлового пения хомей, волшебное камнерезное искусство. Программа международной выставки будет предоставлять не только традиционную культуру, но и современную хореографию. Современные интересы молодежи, тенденции и стремления разнообразить искусство Тувы не только традиционными элементами. Современное исполнительское искусство Тувы будет представлено хореографией, которая переплетается с традициями и обычаями новой интерпретации. Диалог между различными культурами и народами. Центр русской культуры имени Иннокентия Софьянова праздничным концертом завершил свой 14-й творческий сезон, который был приурочен к Году семьи в России. На сцене с лучшими и яркими номерами выступили разные творческие коллективы учреждения. На концерте побывала наша съемочная группа.
Работа центра – один из ключевых элементов сохранения и продвижения богатого наследия русского народа. Это место, где все желающие могут познакомиться с историей, традициями и искусством представителей не только русского народа, но и других национальностей. Ведь межнациональное единство и дружба – это одна из миссий, которую выполняет Центр русской культуры. После того, как мы перешли в подведомственное учреждение агентства по делам национальности, наши полномочия расширились. Мы занимаемся вопросами также межнациональных отношений и приглашаем все диаспоры, всех жителей к нам в гости. Пожалуйста, приходите, будем разрабатывать какие-то новые площадки, новое у нас направление будем разрабатывать. Также всех приглашаем на фестиваль русской культуры, который будет проходить. Пока еще уточняется место, или это будет снова Верховье, или это останется в городе Кызыле. На базе Центра русской культуры проходят разные мероприятия, выставки, лекции, мастер-классы и концерты, что позволяет широкой аудитории погрузиться в атмосферу, культуру и расширить свои знания. Сегодня завершают 14-й творческий сезон, а это значит, что на сцене лучшие и самые яркие номера творческих коллективов учреждения. Для зрителей выступают вокальный ансамбль «Светлица» и народный ансамбль русской песни «Раздолье», а также детская студия танца «Аврора». Последние – дипломанты и лауреаты международного конкурса. В этом году мы съездили в Адлер на международный конкурс-фестиваль «Яркий я». Заняли там лауреаты 3-й степени и дипломанты 1-й степени. Репертуар у нас такой разнообразный, начиная от классики, модерн, современный стиль. Возраст у нас разный. Есть как и 4 годика, самый младший, старше 14 лет. Отчетный концерт – это подведение итогов, а также возможность наметить планы на будущее. К следующему творческому сезону Центр русской культуры планирует подготовить еще больше интересных и ярких номеров. Айраса, Владимир Суртук, Янгар Кужугет, телеканал ТУВА-24. Чемпионат по стрельбе «Динамо» имеет особое значение для правоохранительных структур Тувы и является важным событием в их графике. Улучшение навыков стрельбы и участников, повышение профессионализма и боевая готовность сотрудников – вот главная цель соревнований. Мерген Аюн о лучших стрелках в республике. Всего в этом году в чемпионате «Динамо», организованного на базе пограничного управления ФСБ России по Республике Тыва, приняли участие 10 команд в составе из 6 человек. Главное достижение в подобных соревнованиях, как говорится, попадание в яблочко из разного стрелкового вооружения – автомата Калашникова и пистолета Макарова. Ведь накопленные очки указывают на высокое мастерство стрелка. Среди участников есть как профессиональные, так и новоиспеченные сотрудники. Выполнялось 6 упражнений, 2 упражнения из автомата Калашникова на дистанции 100 метров. То есть одна там просто одна так на слынге скажу лежа и 10 выстрелов. То есть, и второе упражнение это из 3 положений, то есть лежа, сидя, стоя, по 10 выстрелов с каждого положения. Также проводятся у нас вот стрельбы с пистолета, соревновательные, 4 вида упражнений, в 2 из которых участвуют женщины, 2 мужчин. Успешное выступление на чемпионате отражает не только спортивные достижения, но и профессиональную подготовку участника, доводя до совершенства его навыки владения оружием. Каждым годом у нас среди органов безопасности каждым годом усиливается, и каждая структура, получается, каждый год выводы делает и равняется чемпионам. Сегодня тоже заняли достойное 2-е место. Тоже гордимся каждым своим успехом. У нас получается 3 вторых места, 2 чемпиона. В этом году организатором чемпионата выступило пограничное управление ФСБ России по Туве. Кроме вышеуказанных целей, соревнования способствуют развитию дружбы и сотрудничества между сотрудниками различных силовых ведомств. Стрельба из стрелкового оружия является основным видом боевой подготовки сотрудников правоохранительных органов. Целью данного мероприятия является обмен опытом, повышение навыков стрельбы и стрелкового оружия. По итогам стрельбищ 1-е место завоевала команда погрануправления ФСБ по Республике Тыва, 2-е – коллектив региональной Росгвардии, а 3-е – представители МВД. Мерген Аюн, Бадма Даржа, Эрес Мангуш, Доржусат, телеканал ТУВА-24. Бежит вся страна. Более 1000 жителей Тувы стали частью 8-го всероссийского полумарафона «Забег.РФ» с синхронным стартом. В Кызыле торжественное открытие прошло на площади Арата. Какие дистанции преодолели участники, расскажет Айра Асад.
11 часовых поясов, более 150 тысяч участников и один старт для всех. Сегодня проходит самый масштабный всероссийский полумарафон с синхронным стартом. Частью большого спортивного мероприятия стали и жители Тувы. На площади Арата собрались свыше 1000 единомышленников, которые любят спорт и активный образ жизни. Мне 11 лет, мы учимся в 4-й школе, и мы решили принять участие в забеге с учителем. Мы раньше не принимали участие и решили принять участие в этом году. В дальнейшем мы хотим заниматься бегом. Сегодняшнего марафона ожидаем только хороших, позитивных эмоций. Это праздник здоровья, всем хорошего настроения. Это небольшой вызов, каждый себе бросает, поэтому желаю всем удачи. Ранее бегал 5, потом 10, еще раз 10. В этот раз решил пробежать самую большую дистанцию. Популяризация спорта в России, пропаганда здорового образа жизни и вовлечение все большее количество людей в систематические занятия физкультурой. Вот основная миссия массового забега. Это уже масштабный легкоатлетический спортивный праздник для всех любителей легкой атлетики. В Туве у нас 24-й год объявлен годом здоровья. Отрадно, что здесь на нашем полумарафоне участвуют семьи с детьми, старшее поколение. Все стремятся к здоровому образу жизни. Правительством делается максимум усилий для развития спорта и физической культуры в республике. Строится много спортивных объектов, ежегодно обновляется инфраструктура. Участники преодолевают 3 дистанции – 5, 10 и 21 километр. Перед забегом, как и положено, легкая разминка. А далее уже обратный отсчет и яркий старт. 5, 4, 3, 2, 1. Тува к всероссийскому полумарафону присоединилась в 5-й раз. Количество участников каждым годом у нас увеличивается. Тому подтверждение сегодняшние участники. Помимо спортивной части у нас здесь проводится еще концертная программа, где все любители спорта могут прийти, насладиться и поболеть за своих родных и близких. Традиционно здесь принимают спортсмены, возрастные спортсмены. И удивительно то, что они бегают дистанцию 21 километр, то есть полумарафон. И у нас есть спортсмены, которые по 65 лет, по 60 лет. Но они являются для нас большим примером для подрастающего поколения. Забег – это праздник для всей семьи. Многие приходят с детьми. Для юных спортсменов организаторы подготовили трассу в 1 километр. На данную дистанцию допускаются желающие от 7 лет. Как показал старт, у детей желание победить и стать первым ничуть не меньше, чем у взрослых. 3, 2, 1, Бег – это поистине массовый спорт, который доступен для широких масс и не требует больших финансовых затрат. Остается лишь одно желание. Каждый финишировавший участник получил заслуженные аплодисменты, благодарность за участие и медаль. Айра Асад, Владимир Шуртук и Ангар Кужуге, телеканал Тува-24. Это были все новости данному часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.